Приветствую, братья! Свежие новости о наших бойцах. Начнем с сегодняшнего турнира на ЗА-77 в Казахстане. Там состоялся бой Кумрона Нишонова против местного бойца Газиза Аманжолова. Кумрон в стойке выглядел точнее, и по статистике он превосходил соперника по количеству акцентированных ударов. Да, Газиз контролировал Кумрона в партере почти 2 раунда, но никаких серьезных угроз от него мы не увидели. При этом Кумрон даже снизу был опасен и попадал локтями. Братья, вероятно, судьи присудили победу Газизу за контроль в партере и нокдаун во 2-м раунде. При любом решении пожелаем Кумрону скорейшего возвращения. Выше голову. Печальная новость из Франции. Вчера на турнире PFL Бахтер Абдуллоев потерпел первое поражение в карьере. Он проиграл удушающим приемом в 1-м раунде. Пожелаем ему не падать духом и вернуться еще сильнее. А вот и хорошие новости. Также вчера на турнире Gold FC в Перми наши бойцы Лоик Якубов и Зохдин Махсудов одержали победы. Поздравляем их. 23 сентября в Японии выступили Отабек Раджабов и Хосим Сардоров. Оба наших бойца одержали уверенные досрочные победы уже в 1-м раунде. Поздравляем, так держать. Братья, впереди октябрь, и нас ждут самые интересные поединки. Переходим к анонсам. 18 октября на турнире Octagon 78 в Германии возвращается чемпион PFL Европ 23 года Хуршед Кахоров. Его соперником станет бывший боец UFC Игорь Северина. 3 октября в Тбилиси на турнире Brave FC Хуршед Назаров встретится с грузинским бойцом Лашей Абрамишвили. 4 октября в Грозном на турнире ACA 193 непобежденный таджикский боец Михродж Мамадшоев дебютирует в ACA. Его соперник Магомед Сардалов. 25 октября в Астане на турнире Octagon 78 Шодмон Назокатов против Дамира Рахимжанова. На этом все. До новых встреч, братья!